Страшная трагедия развернулась в Якутске по улице Автодорожная в начале недели 19 сентября. Там трое детей пострадали в результате обрушения бетонной плиты. Один ребенок, 9-летняя девочка, погибла, остальные пострадавшие находятся в больнице. Что стало причиной трагедии, выясняла моя коллега Саргалана Неустроева. Одна девочка вот залезла, она начала шататься, и из-за того, что равновесия не было, вон там они залазили, и где-то 4 ребенка залазили, и из-за этого она упала в ту сторону. Значит, наверху вот это вот ходили 3 человека, трое, прыгали, ходили. По плите. Да, и под ней девочка была. Вот, и в момент, когда она упала, вот под ней девочка оказалась, и двое еще убежали куда-то. Когда мы с другом на качеле качались, тут были 5 детей. Вот эта штука на них упала. 2 убежали, а 3 остались под ним. Мы подняли, 2 выжили, и одну через 30 минут мы увидели, и она уже умерла. Игрушки, конфеты, цветы гвоздики и маленький венок в форме сердца. На месте, где трагическим образом оборвалась судьба 9-летней девочки, был организован стихийный мемориал. Данное происшествие, которое случилось здесь, иначе как роковой случайностью не назовешь. Бетонная плита, обрушившаяся прямо на играющих неподалеку детей, принадлежала то ли старой лестнице уже несуществующего магазина, то ли была частью самостроя, неизвестно. Ответ на данный вопрос могли бы дать в управляющей компании «Домостроитель», однако общаться с представителями СМИ предприятие отказывается. Впрочем, от комментария отказалась и управа округа, мотивируя свое нежелание выстроить диалог с журналистами, идущим следствием. Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время следователи Следственного комитета проводят необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. А между тем, состояние одного из пострадавших ребенка оценивается как стабильно тяжелое. В настоящее время юный пациент пребывает в отделении реанимации. Врачам пришлось произвести оперативное вмешательство. 2 других детей получают медикаментозное лечение и, как надеются специалисты, в скором времени полностью оправятся от полученных травм. Девочка и мальчик состояние ближе к удовлетворительному. А девочка 7 лет, состояние тяжелое, находится в реанимации. Так как она получила оперативное лечение, состояние соответствует тяжести проведения оперативного лечения. Ориентировочно, девочка, которая лежит у нас с небольшой травмой, на днях, наверное, выпишется, а остальные дети еще будут получать лечение соответственно стандартам. В качестве предупреждающих мер на срочном совещании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение проинспектировать все объекты, вызывающие опасения граждан – жилые дома, стройки и разного рода неустойчивые конструкции. Необходимо нам оказать материальную помощь, психологическую помощь всем пострадавшим. Во-вторых, были даны поручения всем службам, управам города, муниципальным предприятиям, чтобы провели у себя на территориях визуальные осмотры, технические осмотры всех конструкций, которые могут иметь потенциальную угрозу для жизни и здоровья населения города Якутска. Только для принятия решительных действий со стороны администрации города понадобилась не одна трагедия. Ранее на этой неделе такое же трагическое стечение обстоятельств унесло жизнь еще одного человека. На территории речного порта при обрушении от сильного порыва ветра рекламного щита погибла женщина 1965 года рождения. Горожане обеспокоены. Неизвестно, когда кто-то еще станет жертвой халатности уполномоченных органов. Резонансная история о гибели ни в чем не повинного ребенка заставила местных жителей делиться своими историями о таких же готовых рухнуть в любой момент конструкциях у жилых домов. К примеру, крыша вот этого подъезда жилого дома в 202-м микрорайоне уже изрядно износилась и требует ремонта. Находиться под ней не то что страшно, опасно. Сегодня осень у нас, да? Дождь прошел, вот посмотрите. Тут, во-первых, вот все сгнило вот тут, да? Посмотрите. И она уже на честном слове держится уже. Когда-нибудь там валится, что-нибудь случится здесь, да, кто будет ответственность нести? Вот мы сейчас предупреждаем вот через телеканалы и через видео, да?
И это будет как предостережение. Мы уже предостерегаем. Уже время такое пришло, что вот-вот обвалится. Хотя бы эту надо снимать краном и заменять или что-то делать. Осталось лишь надеяться, что принятые властями меры действительно положат конец этой лотереи, главным призом которого станет жизнь и здоровье. Саргалана Неустроева, Илья Сыромятников, Якутск.